Мшибзеха Трскуавицша. Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня мы очень рады приветствовать в нашей студии Апснахабар известного писателя Анатолия Кима. Я думаю, что старшему поколению Анатолия Кима не нужно представлять. Это известный русский, можно сказать, советский писатель. Но молодому поколению надо представить, потому что о творчестве Анатолия Ким мало кто знает из молодых. Но я думаю, после нашего разговора многие заинтересуются, найдут произведения Анатолия Кима и будут читать. Я сам для себя открыл очень давно уже Анатолия Кима, но когда я услышал о приезде Анатолия в Абхазию, мне стало очень интересно с вами побеседовать, и наш разговор был очень содержательный, очень интересен. Я думаю, мы его продолжим здесь в студии. И я хотел бы начать, я для себя, если честно, перечитал «Белку». Мне было очень интересно заново открыть ее для себя. И в произведении «Белка» очень много значит, образов, очень интересные образы. И здесь есть и мотивы наши абхазские. Да? В нескольких местах вы говорите о Пицунде, говорите о Гагре. И вот как об абхазском тогда побережье Грузии, ну, естественно, тогда Абхазия была частью Грузии и автономной республикой, и Пицунда была вами названа, да, и несколько образов тоже, например, мне кажется, что образ в «Белке», белки, может, самой тоже, пицунской белки тоже. Но главный там образ все же у меня — это дельфин. Дельфин, да. Да, и если он тоже появляется на Черноморском побережье, у берегов Пицунды, где вот вы, например, говорите о том, что вернее, умчали тебя вдаль вон аж куда, к абхазскому побережью, и все по причине твоего опасного непонимания истинных соотношений сил, правящих миром, и в частности нашим маленьким издательским мирком. Вот здесь есть еще, да, о дельфине. Вот, а дельфин в это время гнался по волнам Черного моря за косяком ставриды, да, вот тоже ставрида, одна из так популярных рыб. Все, вот я хотел бы, первый вопрос мой, вот какое влияние все-таки Пицунда, Абхазия оказала на написание вашего романа «Белка», который сделал вас на весь мир знаменитым? Я сразу скажу вам, что не было бы этого образа дельфина, если бы не мой приезд в Пицунду 35 лет назад в Дом творчества писателей. Вот. И этот дельфин, я для тех, кто, может быть, будет читать этот роман, расскажу. Но прежде я хочу задать вам вопрос. Вот вы когда перечитывали, вы заметили, что вся эта книга, весь этот роман по содержанию, по форме, он обращен к молодежи и, как бы сказать, говорит от имени молодого сердца, да, от молодой души. Отвлекаясь в сторону, я скажу, что
много лет назад уже, 35 лет назад была, у меня вышла белка. Вот. Но довольно уже лет 10 назад я был приглашен в Казахстан, в университет Гумилева. И там мне устроили встречу, значит, с факультетом филологическим и литературоведческим. Вот. Зав кафедры этим отделением была моя почитательница. Она защищала свою работу кандидатскую по белке. И вот она, значит, это был ее конек, и она очень его пропагандировала, и они изучали ее. И вот к моему приезду она устроила, значит, мне, значит, встречу с ровесниками белки. То есть к тому времени белке исполнилось 20 лет. И она... С 20-летними? Да, 20-летними своими студентами, да. Всех их заставила прочитать белку. А такая была интересная встреча. Это роман «От молодого сердца», обращенный к молодому сердцу, и тема, и все, и фантазия, и полет, как говорится, фантазии, и многие там метафоры, они были рассчитаны именно на молодой ум, на свежесть восприятия, уже без таких уже закостеневших представлений о ценности, да, литературной. Я прямо непосредственно в душу обращался. Вот я хотел у вас спросить, у вас не осталось, хотя, конечно, на этот вопрос вам, наверное, трудно будет ответить, не осталось ли у вас впечатление, что она устарела, белка, для молодежи, для обращения от молодого сердца к молодому сердцу? Я думаю, что истинное творчество, оно всегда актуально, оно никогда не устаревает. Это в теории? Нет. А вот в лично вашему? В практике, вы знаете, вот те образы, которые вы создали, 3 молодых людей, которые учились в художественном училище, и 4-й образ — это самой белки, да? Да. Вот они настолько и сегодня актуальны, и сегодня мы их встречаем в жизни, и сегодня мы их видим, что я думаю, что вот Митя Акутин, да, он настолько интересен, этот образ, и настолько он вечен, и его вот эта непосредственная чистота, его вот и то, что он в века остается, да, этот образ, творчество, которое остается в века, он на самом деле не устаревает. И мне кажется, вы меня утешили, и порадовали. Да, да. Ну вот еще вот вопрос. Ну вот мы как бы представляем ее частью такой большой магической литературы, магического реализма или мистического реализма. Ну, мое поколение, мы тогда зачитывались, да, Маркесом и влюбились в это направление. Вот это вот направление, как вам кажется, оно сегодня, как оно развивается и как вы его видите? Я вам скажу, Леван, интересную новость, да? Магический реализм был из начала появления литературы в человеческом мире. Гомер весь – это магический реализм. Разве были такие вот, как товарищи, такие герои, как Зевс, там, да, Аполлон, Афина, да, Посейдон, его женушка Афродита, да? Вот. И тем не менее, я называю специально, в романах Гомера, Илиада и Одиссея, вот, они присутствуют. И
И действия, которые производят они там, это разве не магический реализм, да? Вся литература от первых дней до сегодняшнего, она магический реализм. Даже вот Толстой, да, Толстой, он описывает Бородинскую битву, да? Вот там происходят какие-то дела, да, там. Образ Наполеона там очень там, ярко. нет, простые там эти, Да. ну, Николай там, значит, Ростов, Ростов. вот, еще молодой. Пьер Безухов. Да. И он, значит, видит этого француза, вот, француз его видит в рукопашном бою. Вот француз в ужасе бросает в него ружье издали и убегает. А Николай в обратную сторону. Но все эти детали, которые он видел, описал, вернее, он описал что? Он же ведь родился, Толстой, в 28 году, а битва-то произошла в 812 году, да? далеко до его рождения. И он описал его так, как будто вот мы видим, благодаря его, это что, не магический реализм? Это тоже магический реализм. То, чего не было, то предстает как живое. Это и есть магический реализм. То есть вся литература – это магический реализм. Вот. А придумали эту самую формулу, и меня приписали к этому совершенно напрасно. Я не открыватель, я не основоположник там этого. Магический реализм он был всегда. Поэтому я очень польщен, что исследователи там сказали, что я чего-то там, чему-то принадлежу. Но в данном случае конкретном, увы, я не основоположник этого направления. Ну, и здесь спасибо за, на самом деле, если мы говорим о древних цивилизациях, о древних культурах, греческая цивилизация, конечно, сделала для человечества очень многое, и много чего основанное греками, мы сегодня используем в своей жизни. Демократия, литература, история, там, отец истории Геродот и так далее. То есть, но до греческой, да, цивилизации мы знаем, что есть и более древнейшие цивилизации. Это цивилизации Египта, Междуречия, и Индия, да. Китай, китайская цивилизация. Китай, да. И говоря про это, я хотел бы вот перейти еще вот к другому аспекту нашей беседы. Так как Кавказ является древнейшей цивилизацией, и Кавказ общался с мировыми цивилизациями, древнейшими, и в формировании и эпоса древнего, и, да, начиная от Арарата, заканчивая Прометеем, много чего связано с Кавказом. И я с удовольствием узнал, что вы ознакомились с одним из таких вот направлением в философской мысли, можно так сказать, мировоззренческой. Это произведение Мурата Яган, где он в нескольких книгах описывает свое такое философское видение мира, видение цивилизации через Амста Кябза. Амста Кябза, это я так для себя определил, что это такая часть магического такого направления на нашей древнейшей культуры, где есть истоки наших древних знаний. Вот об этом я хотел бы поговорить. Очень хорошо, что вы задали именно этот вопрос мне, потому что одним из главным, главным
моим впечатлением является от встречи с Абхазией, с Абхазским миром, вот, является именно встреча с Муратом Яганом. Это просто мне дар, да, мне дар, просто я не знаю, чем я это заслужил. Вот. Именно от моих абхазских друзей, которые живут на этой абхазской земле, замечательной. И это самый главный их дар мне, самый дорогой для меня и ну, бесценный дар. Да? Почему? Потому что ну, я своего рода такой домашний философ, вот такой, который занимается философией не потому, что изучил много философских трудов предшествующих, да, значит, поколений. Вот. Нет, я философствую, как говорил о себе Хайдеггер. Вот. Я философ, потому что я философствую. Да? Вот. Я философ, потому что я философствую. Я тоже себе дал такую вольность философствовать, не будучи философом. Никаких у меня нет ни дипломов, никаких у меня нет свидетельств о том, что я к этому почтенному разряду. Вот. И значит, для меня человеку, который в реальное время, вот наше с вами, Леван, время, будучи таким вот философом домашним для себя, я, конечно, очень сильно переживаю о некоторых вещах, которые происходят не просто со мной, или там не спорт там с русскими, там, с абхазами, с американцами, а со всем миром происходит что-то такое, что лично меня далеко не устраивает. Так же, как и многих людей нашего современного мира. Это утрата чего-то основополагающего и главного. Не в имущественном, значит, отношении, не в накоплении каких-то научных энергий, скажем, да, знаний, позволяющих иметь какие-то большие возможности в, значит, в этой реальной жизни, да? Вот. А утратили что-то главное в отношении того, что обещает вот то самое великое будущее, которое люди, живущие все поколения, да, ну, как мечту лелеют, что настанет, ну, миф о Золотом веке, да? Да, Золотое Царство Божие, да? Вот. Миф об утраченном там Золотом веке, да, и так далее, о возвращении его. Так вот, главная сила, которая подвигает людей к этой мечте, и вот она где-то утрачена. Вот. И все свелось к такому совершенно чистогану. Вот. И вы знаете, вот происходит как бы ослабление, значит, колоссальных таких вот сил человечества, несмотря на то, что они набрали, то есть человечество, люди, они набрали громадную как будто энергетику науки, так, собрали много познаний,
вторглись какие-то закономерности природы и обрели, как бы сказать, физическую мощь и способность что-то такое. Вместе с этим настала абсолютно реальная ситуация о конце нашего мира из-за там глобального потепления, из-за там, Атомной... и главное, что из-за того, что может быть уничтожение мира в результате накопления огромного, колоссального накопления ядерного оружия, и может быть даже и более страшного, чем ядерное оружие, химическое, психологическое, говорят, оружие, оружие массового уничтожения. Вот вместе с накоплением огромных позитивных начал и энергии через науку, через познание, мы обрели колоссальную уязвимость и опасность перед реальным концом нашего мира. И вот в этой ситуации, почему мы к этому подошли, и что в этом, вообще не только я, а все мыслящие люди видят причину этого. Причина этого, что у нас пропала вот та самая, как назвать, духовная энергия, начало. духовное начало. И это духовное начало, да, духовное начало, вы знаете, я увидел в книге Мурата Ягана «Амста Кебза». Эту книгу мне мой друг Руслан Шопова, мой давнишний друг, молча положил мне на стол, когда я к нему приехал в гости. Я начал читать эту книгу и вдруг понял, что вот здесь, в этой книге, я нахожу для себя ответ. Что же нужно, чтобы преодолеть эту самую апокалиптическую ситуацию нашего времени? И, вы знаете, это ведь это был самый большой дар для меня. Ну, а теперь в чем я увидел это все? Значит, вы знаете, начинается эта книга очень даже просто. Он говорит, что у меня там вначале были беседы, значит, с людьми в Канаде о том, что как бы человеку использовать все данные ему возможности для того, чтобы жизнь его была абсолютно полной, наполненной, да? Да. Чтобы не упустить всех данных ему возможностей для полноценной и изобильной жизни. А потом он стал говорить о том, что существовала древняя духовная культура на Кавказе именно, которая уходит корнями за 20 тысяч лет. Свидетельства есть такие реальные. И это родилось на Кавказе. То есть задолго до тех цивилизаций, которые вы перечислили в начале нашей беседы. И египетская, месопотамская, и индийская, и китайская. Далеко до этого, 20 тысяч лет. Да. Что это такое? То есть мы живем, обладая колоссальными научными знаниями и возможностями технологическими, мы живем без этой энергии, о которой говорит Мурат Яган в своей книге. Об энергии источника, откуда исходит из этого источника, именно исходит изначально знание и сознание, и вместе с сознанием накопленные знания. Да?
И исходит самое главное, вот, исходит воля к тому, чтобы, значит, вот именно созидать во имя этого, значит, своего полного, значит, осуществления, да, своих возможностей, да. Вот это вот сведения об источнике, которые были уже каким-то образом, значит, на Кавказе, на высокогорных там, значит, между Эльбрусом и Казбеком, да, возникло вот это вот. И это передавалось именно здесь, на Кавказе, живым образом и из поколения в поколение, вот, в течение этого огромного времени. И Мурат Иаган говорит, и я абсолютно с ним согласен, что истоком всех духовных учений на Земле, да, истоком, были эти сведения, о которых говорит Мурат Иаган. Вот. Это было на Кавказе открыто понятие истока духовной энергии для созидания человеком с помощью его особой формы существования, которая позволяет человеку полностью реализовать свои возможности данные. Вот это вот абсолютно такой вот, ну, для меня совершенно неопровержимый, значит, я вам скажу, я бы не мог этого понять, если бы сам я не прошел вот такую судьбу. Я долго вообще не мог признаться никому, что в своем творчестве литературном я исходил не из того, что слишком много чего-то изучил, что-то прочитал много, все это накопил себе, и это позволило мне, значит, писать там. Я не собирал там материалы какие-то очень важные. Вы знаете, с самого начала я писал так, как Мурат Иаган сказал о себе. Когда меня спрашивают о чем-то, я не знаю ничего, но я отвечаю. Я отвечаю с полным, значит, сознанием того, что я говорю правильно. Я тоже писал свои вещи, сложнейшие вещи. Вот, и там и Белку, и другие вещи, и весь свой магический реализм, как говорится. Вот. Я никогда заранее не знал, что я буду писать. Я не строил никогда планов, я не собирал материала, я не составлял концепции произведения. Я просто садился и писал, как Мурат Иаган, просто садился и отвечал, да, когда его спрашивали. И вот эта вот связь с источником, вот, наверное, дана некоторым людям. И когда я стал читать Иагана, я вдруг почувствовал в нем вот это вот родство подхода, в подходе к своему творчеству. А для него творчество это его амстакэбза, который он принес людям. Вот это вот поразительное совпадение, узнавание родственного духовного существа, которому известен один общий источник.
несмотря на то, в каком время мы с ним жили, в каких местах мы не жили, как бы мы не были разделены чем-то, обстоятельствами истории, географии, судеб, тем не менее мы оказались с ним родственные. И у него есть поразительная метафора. Он говорит, вот, скажем, там старый дом, вот, с продырявленной крышей, и прорывается в темноту помещение от солнца очень много лучей. Да. Стоит, говорит, на любой из этих лучей поймать, и ты увидишь источник света. Из любой точки будешь смотреть, ты увидишь то же самое. Так же, как и все люди. Они видят один источник общий. Это поразительная метафора, понимаете? Так просто. Ну, на бытовом уровне такую великую формулу, что есть общий источник. Это поразительное дело и ободряющее вот меня, как человека, что я приобщен к тому, что пребудет всегда, вот. И это свет, это неодолимо, да, и это нельзя убрать, погасить и так далее. И если ты прилежишь к этому началу, вот, то, значит, все правильно в твоей жизни есть. Вот эта вот уверенность он мне вот тоже вернул. Хотя я сюда вот ехал, да, к другу своему, там началась там пандемия, и все это, и долго я не мог к нему попасть, пока здесь не открыли в сентябре. Вот я тут только тогда мог приехать. И здесь я нашел такую вот мощную поддержку. Знаете, я уезжал оттуда в очень тяжелом состоянии. Все. Мне казалось, что то, что я чувствовал себя, да, что я вот... Почему такое творчество у меня странное? Почему я нерационально? Я знал, что многие там писатели говорят, ой, я гору материала там изучил, я столько выписывал, все это. Вот. Даже вот Толстой очень много изучал материала, да, для того, чтобы... А я к стыду своего ничего не изучал. У меня есть большие романы, там «Отец лес» у меня есть, да? Вот, большие романы такого метафизического такого плана, да? Вот, там «Радости рая», последний мой роман, потом, значит, «Остров Ионы». Никто у вас тут даже не слышали, потому что эти книги у меня изданы, вот, но они не разошлись, потому что настали новые времена, когда рыночная литература прямо, знаете, вот, как цунами так вот все этим самым накрыло. Вот. Поэтому сюда, значит, когда я говорил о том, что у меня такой метод, вот, меня многие там в Москве просто сердились на меня, понимаете? Однажды я в этом университете дружбы народов, тоже меня пригласили, и я там посмел признаться, что я никогда не изучаю ни материала, что я пишу сразу, в состоянии измененного сознания. Значит, я не знаю, сколько там у меня будет персонажей в моем большом романе. Это на самом деле так. Вот. Потом уже переводчики там, французские посчитали, что в моем романе там «Отец лес», оказывается, 500 с лишним персонажей. Вот. А я даже не знал, сколько у меня персонажей. То есть я работал вот именно вот так вот. Я работал, припадая к источнику. И об этом я не мог даже признаться в России. Потому что, когда я сказал, это в университете дружбы народов, одна заслуженный профессор, там, чуть ли не там, зав кафедры чего-то, прямо на меня рассердилась.
Но если вы работаете по состоянии измененного сознания, ну и оставайтесь там, говорит. Понимаете, да? Просто рассердилась дама, доктор. Вот, я перед ней извинился, сказал, ну что делать, говорит, такова, я говорю, моя судьба. Но на самом деле это так. И я здесь получил подтверждение своему творчеству, что я приобщен к источнику тоже. И он же пишет, что люди, где бы там ни было, если они приобщены к источнику, вот, они могут совершенно быть разными значит, сообразуясь с этим связью с источником, совершенно в разных странах, в разных местах. Но тут у меня, знаете, вот пришли мои первые размышления о том, я стал спрашивать у своих друзей, с которыми меня, значит, познакомил Руслан, люди достойные, люди высоко, значит, образованные, занимавшие всякие высокие там должности в Абхазии. Вот. Я у них стал спрашивать, а почему у вас он неизвестен так? Почему мы в России о нем ничего не слышали? Почему его книга переведена с английского на русский? Почему он на английском написал? На эти вопросы как-то друзья не могли мне ответить сполна. Вот. И я просто стал так сам размышлять об этом. И пришел к таким вот выводам. Что бы там ни было, Амста Кябза, который получил это знание, да, знание Кябза, вот, Амста – дворянское знание, да? Вот. Это традиция, можно сказать. Да, ну, традиция. Ну, да. А что такое традиция? Это знание. Знание, да. Передающееся из поколения в поколение. Значит, Кябза он получил от своих старшин. Он рассказал в своей книге, что он родился в высокородной Амста. Дворянском, значит. Его отец был предводитель, значит, народа. Вот. И он должен был унаследовать от отца это же звание, поэтому он он был отдан на обучение этому Кябза своим наставникам, старейшинам, которые тоже когда-то были воспитаны в знании Кябза. И вот он рассказывал, как он там с детства стал получать это все, когда готовили человека к восприятию и реализации всех своих возможностей, физических, умственных, да, вот. И значит, скажем, относящимся к началу, надличному началу, да, вот. То есть какому-то открытию в себе какого-то человека, который навсегда, на все время будет принадлежать к своему народу. И, то есть большую эту личность, которая и смерть его личная, она оставит все равно его, после нее она настанет. Он сам остался. Но смотрите, как он остался. Он вынужден был уехать там сначала в Турцию, оттуда в Европу, там получить образование, а потом попасть, значит, в Канаду. И там на английском языке он впервые начал записывать, писать значит, о тезисах, основные принципы. О принципах Амста Кябза. Смотрите, что получилось.
Он получал эти знания на абхазском здесь от своих старшин. Вот, значит, они даже сопровождали его во время учебы в университете. Они, старшины, приходили к зданию университета и сидели на ступеньках, ждали, когда он там закончит. Потом его забирали и не выпускали, как говорится. Вот. Ну, там у него в личной судьбе он сначала отказался в юности там, да, от Амста Кябза. Вот. Потом, значит, как блудный сын побродил по свету и, оказавшись где-то там в Канаде, он вернулся к Амста Кябза. К своим истокам. Да, к своим истокам. Но уже мог выражать это только на английском языке. И выходит, что сведения, полученные им на абхазском языке, он в своем сознании перевел на английский язык. То есть совершен был перевод на другой язык. А теперь смотрите, судьба какая. С этого английского, благодаря вашим абхазским, значит, родителям Амста Кябза, да, и Мурата Ягана, снова перевели на русский язык, но еще предстоит, наверное, перевод на абхазский. Да. Я почему об этом говорю? Я говорю об этом, потому что сохранение духовных знаний, нет, это не то, не знаний, подлинной духовной энергии народа, передача его, возможно только через язык этого народа. Понимаете? Поэтому чрезвычайно важно сейчас, по-моему, я не абхаз. Вот. У меня очень сложная судьба, я кореец, но я стал русским писателем. Ну, тут особая история. Вот. Но я понимаю, чего стоит язык передачи подлинной духовной энергии народа. Эта энергия народа, как электроны, бегущие, передают электрическую энергию, вот, по проводникам, вот, так и язык народа способен передавать реальную энергию этого народа. И самые глубочайшие его начало этой энергии, это связано с его все же родным языком. Не передай старшины на абхазском языке Мурату Ягану в его молодости вот этого учения, с чем бы он мог бы там в Канаде, да, орудовать? Он унес там с языком и перевел это свое абхазское знание источника, вот, Кябза, он перевел на английский язык, записал на английский. И вот видите, какая вот история. И теперь вот, я не знаю, как там у вас, но в России, например, да, у нас очень большая потеря языка. Я посторонний человек, да, я кореец, но я стал писать на русском языке. И тоже особая история, как это получилось. Но я постепенно стал не последним русским писателем. В языке, художественном, литературном языке, я, в общем-то, смело могу сказать, что я среди самых больших корифеев языковых художественной литературы. Вот. Прямо вот не стесняюсь, говорю это, глядя вам, Ливан, в глаза, да? И могу сказать, что насколько важно сохранить вот этот вот язык, связанный с его народной энергетикой духовной.
Вот. И я не знаю, какое у вас положение с вашим абхазским языком. Большие сложности. М? Большие сложности. Ну, Особенно наверное, так же, как и в России. Я думаю, что так же, как, думаю, и в Америке, где там английский язык американский стал. Я думаю, что языковое падение, именно связанное с культурологическими началами, да, с онтологическими началами, это явление всемирное. Всемирное. И поэтому происходит и потеря духовной энергии человечества, сосредоточенная на энергиях чисто внешних, которые обеспечиваются интеллектом, знаниями, наукой, позитивными подходами к человеческому опыту. Да? Вот. Поэтому потеря духовности – это потеря энергии жизни. А она связана, эта духовность, выражается и воплощается в языке, через язык. Вот я вкратце вот как раз и думал. Я хотел бы вас поблагодарить. Спасибо за такую интересную беседу. И самое главное, я думаю, тот посыл, который вы сделали абхазской молодежи, что источник не надо искать вовне, а надо искать в своей культуре, в своем языке, и в своей духовности. Вы, главное, имеете такие подлинные, да, вот это самое, убедительные начала, как вот Амста Кабза. Ну, только вот надо его снова вернуть. Да, вернуть, да. Спасибо вам большое. Спасибо за беседу.